Празднование в Москве главных государственных праздников Абхазии и Южной Осетии, 15-летие со дня признания независимости Российской Федерации и 30-летие Дня Победы в Отечественной войне было решено провести совместно не случайно. Трагические, а теперь уже судьбоносные события навсегда скрепили два народа. И абхазам, и осетинам с разницей в 3 года пришлось с оружием в руках защищать свое право на жизнь. Но и после отражения грузинской агрессии долгие годы терпеть экономическую и политическую блокаду. Новой вехой в истории республик стало признание независимости обоих государств Российской Федерации 15 лет назад. Торжественный прием в честь значимых юбилейных дат посетили руководители внешнеполитического ведомства России и посольств других государств в Москве. Прием начался с гимнов Республик Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб за освобождение республик. С приветственным словом выступил чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квицыня. Главный государственный праздник Республики Абхазия, День Победы и Независимости, сочетает в себе и радость, и печаль. Ведь в этот день мы не только празднуем победу абхазского народа в кровопролитной грузино-абхазской войне, празднуем торжество справедливости, день завоевания истинной свободы абхазского государства. К гостям обратился чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в России Знавур Гассиев. Признание Российской Федерации государственного суверенитета и независимости наших государств явилось осуществлением мечты многих поколений наших народов. Впервые за долгое время мы почувствовали себя в безопасности, что позволяет в полной мере реализовывать наш потенциал в сфере самой тесной интеграции между нашими странами. Сегодняшний торжественный прием является собой подтверждение того, что у наших народов есть все возможности для дальнейшего укрепления социально-экономического, политического и культурного взаимодействия. С поздравительной речью выступил зампредседателя Государственной Думы России Петр Толстой. Уверен, что вместе с Россией и Абхазия, и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей, для будущих поколений. Это важная задача, которую мы вместе будем стараться реализовывать. Желаю всем счастья, радости и строительства такой жизни, которой достойны будущие поколения наших стран. Совместно, плечо к плечу, воюя за независимость, сегодня мы видим поддержку наших абхазских и юго-осетинских братьев в той тяжелой борьбе, которую сегодня ведет Россия на территории бывшей Украины. И я уверен, что и в этой борьбе победа будет за нами. К собравшимся обратился с поздравительной речью заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Перед нашими странами стоит еще целый ряд важных задач в сфере развития наших двусторонних отношений. И, конечно же, мы и далее продолжим плечом к плечу укреплять стабильность на Южном Кавказе, добиваться широкого международного признания Абхазии и Южной Осетии, углублять взаимодействие во всех сферах в интересах процветания наших народов. Среди гостей был человек, который снискал звание большого друга Абхазии, депутат Государственной Думы Константин Затулин. Он поздравил народы Абхазии и Южной Осетии со знаменательными датами. Оба этих государства мной лично были признаны сразу, а Россия чуть позже, потому что Россия большая страна, в ней много людей, много мнений, разные политические сезоны. В одном я могу сказать точно, русский народ трудно упрекнуть. Русский народ был на стороне Абхазии, русский народ был на стороне Осетии и остается. Мы прошли испытания, и вы прошли испытания водой и огнем, и проходим сейчас в отношениях самое, как известно, сложное испытание медными трубами. В рамках торжественного приема состоялся вернисаж известных абхазских и юго-осетинских художников, а с концертными номерами выступили деятели искусств. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы.